Сегодня вы все вместе совершили буквально революцию на сцене. Крымско-татарский танец переживал такую эпоху великолепной стагнации. Через народный танец нельзя раскрыть все темы, которые ты хочешь. Мне кажется, что мы изменили только форму подачи. То есть мы поняли, что люди к этому готовы, людям это нравится. А у нас не было ведущего, что все, в принципе, все отреагировали на это положительно. Хочется заговорить с нашим зрителем на языке, на котором с ними еще не разговаривали. Вы когда-нибудь могли себе представить спектакль, в котором актеры почти не говорят со сцены? А крымско-татарский танец, в котором девочка в фесе делает кувырок? Весна в этом году у нас оказалась весьма продуктивной, и мы стали свидетелями новых постановок. И сегодня у нас в гостях авторы этих инноваций. Селям алейкум, хош келденас. Селям алейкум. Как ваше настроение? Отлично. Супер. У вас прошли и концерты программы с программой «Ильк», и вы уже сделали отчетный концерт. Как самочувствие после всех этих событий? Очень хорошо. Вы еще в ресурсе, как принято говорить мы в сегодня. ресурсе. Прекрасно. Ханым и Бейфенделер, вопрос, который я хочу, ну, скажем так, амбициозно заявить, точнее, что сегодня вы все вместе совершили буквально революцию на сцене. Согласитесь с таким, ну, определением, скажем так? Ну, революция это или нет, наверное, покажет время. Но могу сказать то, что мы, скорее всего, не революционеры, потому что цель революционеров – создать революцию. Нашей целью это не было, и даже если оно так получится, мы не специально. Не нарочно, да? Да. Я посмотрел значение термина. Это резкая смена в общественном сознании каких-то парадигм, да, каких-то основ. Реально мы не, ну вот я лично, например, не закладывал такую мысль, когда пытался что-то сделать. И только действительно время покажет. Будут прислушиваться к тому вектору или к той форме подачи, да, вот, которая была на Ильке, например, том же, или в Тахдыр-Йолу. Относительно себя скажу, что мне кажется, что мы изменили только форму подачи. А вот относительно ребят скажу, что там поменялось и содержание тоже. Поэтому мне кажется, что они ближе. Продолжайте эту тему, как это выглядело со стороны. А мы потом спросим у них, как выглядел Тахдыр-Йолу в их представлении. К этому мы не готовились. Ну, мне повезло, наверное, потому что я и изнутри немножко застал сам процесс создания Илька. И вот относительно их концерта, мне кажется, что в определенном смысле это была революция. Потому что, на мой взгляд, крымско-татарский танец переживал такую эпоху великолепной стагнации. Безумно техничной, да, вот яркой, наполненной, но стагнации. Форма могла отличаться, но содержание было практически везде одно и то же. Одинаково. Одинаковое. Здесь мы увидели шаг вперед, мы увидели нечто новое, и мы увидели, что зритель был готов с благодарностью принимать подобное. Потому что я помню, вот они переживали. Зайдет, не зайдет, да? Ну, об этих эмоциях ваших и переживаниях мы еще поговорим. Но вообще для зрителя я хотела бы пояснить, что в данном выпуске мы будем говорить о, я бы сказала, перформансе, который был представлен в начале апреля этого года командой ансамбля «Рикет», вашими воспитанниками, и премьерой перформанса, спектакля, я не знаю вот точного определения, потому что это что-то на стыке, который был презентован 18 мая этого года. Такой себе перформанс-память, скажем так, да, история одной семьи, которая была рассказана со сцены совершенно не похожем, скажем так, или нетрадиционном формате, к которому мы, собственно говоря, привыкли. Вопрос, который, в общем-то, давно у меня зрел, особенно после того, когда я посмотрела, таки дошла до концерта. Чем вдохновлялись, когда рождалась у вас эта идея? Как решились, да? То есть вот тут даже вопрос не про вдохновляться, а про то, как решиться вот и представить совершенно что-то новое, не похожее. Начнем с того, что Зарина уже давно работает в направлении стилизации. Да? Она
начиная с 2017 года, по-моему. Джан 16 год. На каждый год ставила стилизованные номера. Я, честно говоря, признаюсь, всегда ее поддерживал, но сам никогда не подумал, что я тоже начну что-то в этом направлении делать. В прошлом году дошло до того, что Зарина мне говорит, давай сделаем мужскую стилизацию. Давай сделаем мужскую стилизацию. И когда я думал, вроде бы мне и хотелось, я где-то уже более-менее... Морально готовы да, были? Да, уже и морально, и, знаете, наверное, все-таки здесь не только моральная составляющая важна, а творческая составляющая, да. И я вот в какой-то момент, видимо, был уже готов, но, вот как вы говорите... Сомнения эти, да. И она мне когда сказала, если ты не поставишь, я тогда сама это сделаю. Я уже понял, что ну все, тут как бы уже... Ультиматум. Точка невозврата. И сделал первый... Мы вместе сделали первую мужскую стилизацию. Да, это танец Демор, в который мы вкладывали много и смысла, да, помимо техники и хореографии. А вообще идея возникла, наверное, 2 года назад. Да, где-то 2. Да. И Зарина говорит, давай сделаем концерт только стилизованных номеров. И вот буквально этим летом 23-го года, это получается прошлым летом, да, 23-го года, мы уже четко понимали, что в сентябре мы уже готовы, ученики готовы. И мы с сентября начинаем уже работу в этом направлении. И на самом деле очень такой хороший толчок нам дала книжная ярмарка, где мы переформатировали танец, мы его переделали с Зариной, тоже Демор, да. Мы выступили и получили хорошую обратную связь. То есть мы поняли, что люди к этому готовы, людям это нравится, и у нас уже появляется какой-то свой зритель. И это нам действительно дало очень много сил на создание, много сил и уверенности на создание концерта. Откуда это сомнение, что зритель не примет? Почему вы в нас так разочарованы? Нет, мы через это прошли, потому что номера ставились давно. Мне кажется, многие работают в этом направлении, только мы, у каждого в коллективе есть стилизация, просто люди это не осознают, и не все об этом говорят. Они это называют крымско-татарской хореографией. Да? Сейчас уже пошло так, что люди начинают это называть стилизацией, так как оно и есть, так должно быть. И когда мы возили свои номера на конкурсы, люди были не готовы. Ну, то есть... Конкурсы местные, крымские или куда-то за пределами? Конкурсы местные, да. И мы привозили 3-е места. Я стояла и слушала критику в свой адрес. Это были женские номера, потому что мы с женских номеров начали стилизовать танцы. И детям мы объясняли так. Мы ставим танцы конкурсные и ставим танцы для души. То есть стилизация это была у нас как бы направление для души, и мы в основном стали это выставлять только на своих отчетных, либо на каких-то мероприятиях, которые мы уверены были, что там найдется зритель, наши родители, там, люди, которые нас понимают. На конкурсе мы их не возили, чтобы не расстраивать детей, не расстраивать себя. Поэтому у нас было такое состояние сомнения. Кто был, скажем так, не в восторге от этих первых экспериментов? Жюри больше или публика? Ну, конкурсная публика, она такая себе. Да, конкурсная публика, там в основном присутствуют родители детей из коллектива. Там, в принципе, им не важно. Они пришли на своих детей посмотреть. Жюри. Жюри. И есть объяснение понятное. Жюри смотрят современные уличные танцы, стилизованные танцы, народные. То есть очень много направлений, где технически это можно дать сложнее, преподнести сложнее. А у нас, получается, танцы, вроде они стилизованы, но они очень аккуратные. Им этого недостаточно. То есть для них это, ну, что это? Да, где вы там не дотянули, там нет у вас акробатики, да, у вас нет того и этого. И я их понимаю. Ну, значит, просто наше направление еще до конкурса, до них не дошло, возможно. И мы просто перестали возить. Не стали спорить и перестали возить. Хотя в этом году
Мы получили первые места на одном конкурсе. За два стилизованных. Это был Нураксы с зеркалами танец и Демир. Демир. Ну, Демир, он, да, он, конечно, цепляет. Да, и он эмоционально и энергетически так вот заряжает, скажем так. В то время, когда вы уже были готовы презентовать свой первый концерт, у Алимбея с Эдембеем проходили репетиции «Тагдир Йолу». Да. Как вы решились на это? И что за история легла в основу этого текста, скажем так? Вообще изначально Эдем, режиссер Меркеза тоже, он изъявил такое желание сделать что-то как среднее между постановкой и неким таким перформансом, который можно будет записать на видео. И у нас есть также такой проект, называется «Живые истории». Мы ездим к людям, пережившим депортацию, и записываем их воспоминания о той ночи и, в принципе, об их возвращении домой, на родину. И я ездил как оператор, но некоторые особо жесткие, душераздирающие моменты я себе записывал в заметки. Просто записывал. У меня такая привычка, какие-то интересные истории я себе записываю, может, когда-нибудь пригодятся. И вот сценарий «Тагдир Йолу», он возник из этих историй. То есть мы не авторы этого сценария. К сожалению, авторами этого сценария является история нашего народа. Мы лишь как художественные оформители этой истории получились. Все истории оттуда реальны. Они происходили не с одной семьей. Мы это как художественный прием сделали, придумали такое, что это происходит с одной семьей. Но все эти истории, они реальны. Они происходили с нашим народом. И хотелось, как вот я смотрю сейчас на Абай и вспоминаю слова Рамины Ханум. Почему-то вот они мне в память так въелись. Я перекрывала свои потребности, когда пыталась создать что-то свое, что-то новое. И вот мы не пытались создать что-то новое, мы не пытались произвести, как вы сказали, революцию на сцене. Вот что касается, например, этой постановки, пытались как-то перекрыть свои потребности. Вот вы знаете, хочется создать что-то необычное, хочется создать что-то новое. Хочется заговорить с нашим зрителем на языке, на котором с ними еще не разговаривали. И не хочется ориентироваться на тех, кто не поймет. Хочется ориентироваться на тех, кто поймет точно. И поэтому, я думаю, по форме подачи это было что-то необычное. Как бы вы сами назвали эту работу? Я это все называю перформансом. Это был спектакль все-таки или... Ну, это получился некий синтез Потому что по форме оно пластической отличалось. драмы, так называется вообще, когда без слов все на сцене происходит, только с помощью пластики, мизансцен вы передаете какую-то мысль. Но вот также мы использовали какой-то вот такой немножко странный прием, что один человек рассказывает, и под его слова все это происходит. Я, честно, не знаю, как это назвать. Так, если по-честному. Наверное, перформанс ближе всего к характеристике происходящего. Но когда при создании мы ориентировались на понятие пластическая драма. Вот, как-то так. Я не просто так вас собрала за одним столом. Ну, во-первых, вы пересекались в работе над своими проектами, ну, потому что в перформансе Алимбея и Эдембея участвовали ваши воспитанники, воспитанники в том числе, да? Точно так же и Алимбей участвовал в нашем, непосредственную роль принимал. Ну, да. Есть еще одна причина, по которой я вас вместе собрала, и мне кажется, это очень важная характеристика тех перформансов, которые вы создали. Это вы, ну, мы уже, в общем-то, проговорили этот момент, это особый новый разговор со зрителем. Вы заговорили по-другому со зрителем. Вы поверили в нас, да. Вы дали нам такую возможность отреагировать. И вот как ваши впечатления от скажем так, этого такого особенного разговора со сцены, да, Зарин Ханум?
С чего начался этот особенный разговор? Особенный разговор. Хотелось немножко поменять формат не только подачи танцев, да, подачи взгляда на танцы, на наши, но и на сам концерт. Как мы его сделали, да, у нас были переходы такие интересные, у нас не было ведущего, что все, в принципе, все отреагировали на это положительно. Потому что официоз, он, конечно, А нужен. как на это отреагировал Си Джалил Бей? Он нас простил. Он, кстати, сидел и смотрел на первом концерте. Да, мы дали возможность всем ведущим посидеть в зале и посмотреть наш концерт. Да, и это сработало, и это очень круто, потому что оно все выглядит цельно, без вот этих прерываний, без объявлений, как одна история. Вам самим понравилась такая история? Да. Нам очень понравилось то, что людям понравилось. То, что я вот хочу сейчас добавить, да, у нас не было какой-то такой цели сделать перформанс, да, оно получилось само по себе. Но у нас была цель сделать что-то такое единое, как вот фильм, книга, да, чтобы человек пришел, и вот непрерывно эти эмоции у него внутри менялись, как аттракцион эмоций. Вот. То есть была какая-то такая вот идея, чтобы это все было непрерывно. И действительно, я думаю, у нас это получилось. В принципе, даже по отзывам в интернете очень интересно люди пишут и сравнивают такие сравнения с фильмом, с песней, с книгой. Мне кажется, это придало такую изюминку. Ну, это правда. Она действительно, история не прерывалась, и было, знаете, такое наращивание эмоций. Вот слой за слоем, ты как-то вот все больше и больше погружался. Ваш первый опыт, насколько, если я правильно помню, вы поправьте меня, она юриги, да? Да. Это танец, который я заметила, ну, как обычно в социальных сетях, да? У нас же сейчас все постится там, размещается. Как возникла эта идея, как возник этот образ, ну, и в целом, да, на сцене появилась лента, которая, скажем так, аксессуар, который не характерен для крымско-татарского танца. А на юриги это первый танец такой стилизованный у нас в коллективе. У меня была девочка со старшей группы, тогда мы с ней поставили. И это была моя необходимость. Необходимость, это я уже говорила об этом, что через народный танец нельзя раскрыть все темы, которые ты хочешь. Да. И поэтому ты прибегаешь к стилизации, потому что ты хочешь раскрыть определенный сюжет и использовать определенный реквизит, скажем так, для того, чтобы это зацепило, это лучше передало вот эти эмоции зрителю. И я на самом деле, когда слушаю отзывы, там, знакомые, друзья, может, просто люди, с которыми мы знакомы, они были на концерте, я им завидую. Я им завидую, потому что я бы очень хотела прийти на такой концерт и пережить весь спектр вот этих эмоций с нуля. Со зрительского кресла, да? Я хочу это увидеть, и я бы хотела Ильк увидеть вот с нуля, как зритель, прийти и все это пережить. Потому что был один отзыв от зрителя, что мы во время концерта поднялись в небеса и опускались на дно океана. Мне бы тоже хотелось так же это все пережить, прочувствовать. Разговор со зрителем. Знаете, наверное, сейчас скажу такую вещь, может быть, опережу какие-то ваши дальнейшие вопросы, но я считаю, что это касается как меня, как и Зарину, так и Алима. В первую очередь это творчество. Это то, что сидит внутри нас, и то, что нам необходимо рассказать, показать. Да? И когда ты занимаешься творчеством, ты не думаешь о каком-то результате, ты не думаешь о том, к чему это приведет, как это будет смотреться, понравится или не понравится. Ты просто делаешь то, что у тебя внутри. Ты создаешь, да, ты творишь, ты созидаешь.
И, наверное, вот это самое главное, на что мы опираемся, потому что уже потом, конечно, в итоге, когда мы сотворили что-то, создали, и это понравилось, это дает тебе силы 100%. Надеешься, конечно, чуть-чуть. Да, да. Что понравится. Но прежде всего опираешься, да, вот на историю и вот... Это просто вот внутри, вот какие-то, может быть, знаете, вопросы задают, а ты не можешь на них ответить, потому что, ну, это вот просто, это вот где-то вот здесь. Потребность. Оно где-то вот здесь, и оно... Вот относительно Илька такое чувство, что вот потребность, она вот невысказанная, где-то вот всегда вокруг витала. Потребность в чем? Я же пытаюсь... Потребность вот в неком ином прочтении, в некой иной подаче, в других смыслах, в других историях. Вот это как будто эта потребность невысказанная, она всегда в воздухе витала. А может быть, это потребность в том, что ваше поколение, да, хореографов, танцоров, исполнителей, режиссеров и так далее, авторов сценария, может быть, это потребность в том, что мы уже по-другому воспринимаем и танец, и то, что с нами происходит, и нам нужна другая форма. Да. В этом потребность. Да. Да. Мы уже говорили с вами про Тахдир Йоло в контексте идеи, да, откуда она взялась. Какую потребность вы закрывали вот таким перформансом, таким представлением, таким текстом? По большому, я не просто так задаю этот вопрос, потому что в любом случае этот текст и этот перформанс, он посвящен 18 мая, и в разных формах мы переживали, ну, скажем так, сублимацию этих эмоций, да, в разных формах мы переживали эти эмоции. Это в некотором плане был для нас вызов, потому что об этой дате, что можно было нового сказать об этой дате. Для нас, наверное, это было приоритетом дать зрителю новый взгляд, новый ракурс на всем известную, понятную историю. У вас почти весь перформанс был построен на тексте, который читала Лимар Ханум Джилелова. Тоқтан, поезны тоқтатын, анам қалып кетті деп қычырдым. Жауап берген олмады. Поезд есе ептезлешеді. Мен қапыға чаптым, башымы тышарға шығарып, анам, аначығым деп қычырдым. Поезд енді бар күшінен оге учайды. Анам. Окун, поездың артынан чапқан анамны сонки керек ондым. Ну, чтобы вот так базисно опираться полностью на голос, как прием режиссерский, наверное, у нас такое впервые. Потому что, так или иначе, у нас достаточно, насколько я видел, тот объем, который я успел захватить, да, театральный, как по мне, такое впервые. У нас все-таки более классическая подача превалирует. У нас мы любим, чтобы актеры много разговаривали со сцены, много песен, много танцев. Даже вот как классический реквием, как у нас выглядит всегда, это так или иначе люди, которые выходят один за другим и что-то рассказывают, поют, танцуют. Да? Мы хотели поменять эту форму подачи. И мы хотели вот заострить и как бы, как сказать, чтобы история была более направленная. Потому что рассказывать о трагедии в общем, да, трагедия в общем, но когда ты рассказываешь историю одного человека, она почему-то всегда задевает чуть-чуть больше. Всегда персонализированные эмоции, они всегда играют чуточку острее, чуточку больнее воспринимаются. Поэтому я думаю, что то, что это один человек рассказывал историю, которая случилась со всеми, мне казалось, что это хороший прием. Больше. Заденет больше, да. Это была потребность выговориться, да, то есть одно дело, когда мы коллективно переживаем какие-то эмоции, да, и у нас есть такая традиция собираться в этот день и как-то вместе его проходить, то есть так как бы легче. А потребность выражения персональной такой вот боли. Минам Тизем рассказывала мне о том, что она мечтала написать книгу. И там первые строчки, она мне рассказывала, что первые строчки начинались бы с ее воспоминаний о том, как они играются в красной пыли, и огромное, как апельсин, солнце встает на рассвете. И этими строчками я начал этот перформанс, текст в этом перформансе. Я посчитал, что это символично, и я посчитал, что это передает ту атмосферу, что это не дом наш.
это нечто красное, это пыль, вот это огромное, как апельсин, что-то вот что-то азиатское. Мне показалось это неплохим как бы началом текста. И потом уже, когда я вспоминал какие-то истории, доставал их из заметок, я понимал, насколько действительно это большая потребность рассказать истории этих людей, запечатлеть их и не то что поделиться этим горем, а еще раз всем напомнить, что это был ужас. Что это не просто вот, как сказать, история, где что-то случилось, и мы вернулись, и сейчас уже все хорошо. Хотелось напомнить и немножко дать реального того ужаса, который происходил с людьми, потому что это огромная травма. Это и трагедия. так или иначе, сейчас я понимаю, что, конечно, это была личная потребность высказаться, потому что с каждым годом ты все больше понимаешь, что произошло, ты все больше осознаешь, и ты все больше примеряешь даже себя иногда к этой трагедии. И, наверное, в этом плане это была как некая сублимация того, что сидит внутри, этот текст и все, что вот получилось в итоге. А как отнеслись к такой идее, к такой постановке «Старая гвардия», театральная, скажем так? Изначально мы им скидывали текст, только сценария. Ситабла Ага, помню, написал: «Зачем ты со мной так?» Восприняли очень хорошо, к моему счастью. Они очень помогали. Я сейчас вот сказала «Старая гвардия Багышланас», но я же знаю, что же обидятся. Ну, «Старая гвардия» в смысле опыта, не В смысле опыта, да. Они очень помогали, они очень вдохновляли. Сагул Сунлар, и в них мы нашли огромную поддержку, чтобы идти дальше, потому что ты всегда сомневаешься до определенного момента, как это, что мы там придумали. А когда ты от таких мэтров получаешь какую-то поддержку, признание твоих мыслей, это мотивирует тебя и очень вдохновляет идти вперед. И ты понимаешь, что ты на верном пути, наверное. Анам тоқтамай дувалар етеве, умытынны kesmedi. Ләкин инсанлардан бірі вагон арачығымдан Сивашы кечкенімізді көргенде, анамның yüzü тышты. Сиваш! Вагондaki қартлар ағлап башлады. Оларның артындан балалар да. Шудақасы бізі мераметлі фұрынжымыз Ситабла ағаның көчлі сесіні ешіттік. Bakınız ballarım, bu Sivas, bu Kırım'ın araba kapısı. Hiçbir vakit Kırım'ını, ana vatanını unutmayız. Вернемся к Ильку, вернемся к вашему перформансу. Орнек, Феза, Демир, мы уже о нем говорили. Но обычно мы, знаете, там привыкли слышать, как, там, не знаю, Бахчасында, там, да, Юзумджилер, там, еще что-то, да, то есть такое вот что-то связанное с каким-то народным промыслом, да, или с каким-то ремеслом, да. У вас же нельзя сказать, что это оторвано как-то совсем от нашего контекста крымско-татарского, но тем не менее по-новому прозвучали эти названия. Как это произошла трансформация? Каждый танец, каждый номер имеет свое название не просто так. То есть помимо того, что мы работаем над музыкой, над хореографией, да, над движениями, мы также работаем над названиями. Это символ? Конечно, да. И вы знаете, иногда даже в названиях мы даем свободу зрителю на то, чтобы... Свободу для фантазий, да. Вот у Зарины Ханум очень хорошо получается придумывать названия. И в целом, знаете, это где-то вот какие-то символизмы, даже начиная от названия, и символизм в танце, та же красная ленточка, это тоже относится к современному искусству. То есть это, для нас это уже неотъемлемая часть, начиная от названия. Точнее, у нас даже получается так, что мы заканчиваем названием, но это тоже является неотъемлемой частью всего образа танцевального,
Орнек. Вот давайте я поделюсь немножко своим видением этого танца. То есть, что меня, во-первых, зацепило? Зацепила эта история со стежками, да, то есть геометрия на сцене, когда вы совершенно по-другому стали менять эти ряды, да, и вот этот вот стежок, буквально машинный, можно сказать, да, то есть он прям вот хорошая отсылочка к сшиванию чего-то, да, то есть у меня появилась свой ряд ассоциаций с этим. Sıpalı ben çalsam, alsam yarımı tüzüme. Ay talala, vay talala, sarsam ince beline. Ay talala, vay talala. Я поняла, что такого я еще не видела, да, такого разрешения на сцене. Дальше я сейчас могу ошибиться, но привычная галочка, я не помню, в каком танце это было, привычная галочка, которая была, скажем так, открыта к зрителю, либо наоборот стрием своим направлялась к зрителю, у вас геометрия на сцене поменялась. Вы, скажем так, крылом показали эту самую галочку. Да. Как вообще? Как вы решились на Вы смену? очень хорошо подметили вот эти все моменты, да, мы их продумываем, и значит, если вы их заметили, то это нам большой плюс. Нам очень приятно. Орнек — это вообще такая история, это любимый танец Джемиля Джа и вот вообще моей всей семьи, моей Анашки. Мы его тоже любим. Я долго думала над выбором музыкального материала. Это отдельная история, да. Я помню, как я приходила к Асие Саале и говорила, а можно вообще, можно такое использовать? Она так пожала плечами и говорит, попробуй. Да, попробуй. Мы и попробовали. И вот эту историю со стежками, с рисунками, которые непривычны нам, это было принципиально, конечно, использовать, посмотреть, как это будет по-другому. Работать в крымско-татарском танце. Да. И рассказать другую историю. Именно рисунками. Он весь построен на рисунках. И, собственно, название. Орнек. Почему именно урнек? Почему именно этот символ был выбран? Вообще, в принципе, весь концерт, вот как сюжет делал Хараденис, что мы хотели передать ДНК народа, да? И мы, в принципе, хотели по-другому назвать наш концерт. Первая версия но мы не концерта дотянули до него. Мы бы, может, для другого руководителя показалось бы, что и так пойдет, но мне внутренне казалось, что я не дотягиваю номерами какими-то. Мне не хватило каких-то историй для того, чтобы назвать концерт ДНК. И поэтому мы поменяли название. Но собрать именно ДНК народа в одном концерте, мы жадные, мы хотели все показать одним разом, сразу все. И поэтому мы пытались выцепить то, что нам близко, то, что нам важно. Максимально, да. Вот вы понимаете, да, насколько это у нас получилось удачно, что даже зрители, Мунивер Тейфуковна, она не знала про ДНК, про то, что у нас была такая идея. В этой истории тоже. Да, то есть зритель, он даже это умудрился увидеть. То есть у нас получилось настолько это все рассказать, передать, что зрители, и вы очень точно подмечаете все эти нюансы, в этих нюансах и заключается в этих мелочах смысл, красота. И мы говорили уже про современное искусство. Прелесть современного искусства, то, что каждый человек может увидеть для себя что-то свое. И мы говорим, мы даем свободу, да, даже в тех же названиях. Каждый человек может по-разному увидеть один и тот же танец, один и тот же рисунок, услышать одну и ту же музыку. Точно так же и с нашими танцами. И, наверное, это как-то воспитывает зрителя в правильном направлении, как по мне. То есть это мы даем свободу для творчества каждому зрителю. И вы оставляете для нас место. Да, и зритель, получается, становится частью нашего творчества. Каждый зритель, он, по сути, был частью творчества, которое происходило на сцене. Мы разговаривали с разными людьми, да, которые были, смотрели. На самом деле, столько вариантов разных людей говорят. Как они видели, допустим, на Хаве Джазве, варианта 3 точно. И 3 варианта,
ну, где-то вот у меня, допустим, у меня свой вообще вариант, а у Зарина Ходжа свой вариант. Номер Демор для меня, да, и для Зарина Ходжа это мужественность, да, это сила. В номере участвовали только ребята, да, только мужчины. И этот номер именно про ту силу, которая заложена в каждом крымско-татарском мужчине. Я вот, знаете, когда мне трудно иногда по жизни, там устаешь, на какие-то трудности, все время себя успокаиваю мыслями о том, знаете, говорю, вот когда наши родители переехали, когда они устроились, когда жили в палатках, в подвале, вот тогда было трудно. Мне сейчас не трудно по сравнению с тем, как было трудно им. Это мне давало всегда какую-то такую силу. Я справлюсь. Да, да. И вот это... В этом танце хотелось бы передать ту силу, которой владеют до сих пор, я уверен, что наши отцы, наши деды, которые приехали сюда, которые своими руками копали эти траншеи, строили дома, таскали эти камни, ракушку, бетон вручную заливали. Да? Вот даже просто так вот сейчас обычным языком, ну, насколько в этом терпения, силы. И вот этим танцем мы хотели передать такой какой-то вот именно... Вайб, да, крымско-татарского мужчины. Для меня этот танец был прежде всего символом достоинства. То есть я здесь видела не просто мужскую силу и какую-то, вот знаете, для меня это было принципиальность и достоинство. Не просто честь, да, как одноразовый акт благородства какого-то, а достоинство, которое вот вырабатывается системным каким-то движением, системным комплексом, ну, в данном случае движения, а вообще набором вот этих вот качеств. Поэтому не столько силы и мужественности, сколько вот для меня оно прозвучало как достоинство. Мне кажется, у вас это прозвучало и помогло вам это увидеть через миниатюру, которая была перед номером, скорее всего, да? Да, пролог я это называю. Да, пролог. Ну, скорее всего, она дала вам еще возможность для себя раскрыть по-другому этот номер. Ну, раз мы уже заговорили про прологи, это как раз еще одна история, которая меня зацепила, да, то есть почти, наверное, почти каждому, да, каждому танцу был такой пролог, или как вы его называете? Я назвала это прологом. Мы называли это этюды. Ну, давайте, окей, ваша версия этюды. То есть такое предисловие к танцу. Вот расскажите, потому что это... Как будто бы вся хорошая идея рождается случайно, да? Просто у нас был этот танец, Орнек. Сам по себе, да? Да, сам был по себе танец. И Рифат Изет увидел в интернете, то, что у нас есть танец под эту музыку. Под эту музыку. И моя сестренка ему прислала этот танец, и он ей прислал музыку. Когда мы услышали эту музыку, у нас в эту же секунду оригинал, да, то есть старая, то есть вот где Питашка поет, акапельно, без музыкального сопровождения. В эту же секунду у нас родилась вот это вот, знаете, в этот момент ты думаешь, гениально. И, ну, в дальнейшем это реализовали, и действительно это было, мне кажется, очень удачно. Да, он очень помог. Да, это очень помогло нам передать вот стариночки к современности. Вы связали. Реджепову тоже я уже целенаправленно ему написал, попросил, и он мне скинул в ее исполнение. То есть в его архиве было... Очень много интересного. Да, да, действительно. Ну, наконец-то, коллаборация заработала. Заработала. Я, на самом деле, для меня очень важно, когда отдельные поиски, частные поиски, да, наших энтузиастов, исследователей там, музыкального или материала, или истории, или неважно, сочетаются с другими инициативами, и это дает прикольный результат, между прочим. Вернемся к вам. Ну, прежде всего, скажем так, любое театрализованное представление – это декорирование сцены. Да? То есть декорации уже создают какую-то эмоцию, уже погружают зрителя в какое-то настроение. В вашем случае, ну, можно сказать, ничего не было на сцене.
Как вы умудрились погрузить нас в эту атмосферу? Как у вас получилось дожать, скажем так, эмоционально и дополнить эту отсутствующую картинку, по большому счету? Я в последнее время часто вдохновляюсь «Дюной». Кто не Фильм вдохновляется? Дени Вильнёва. У них тоже, кстати, есть. Да, я же сказала, мы еще поговорим об этом. Даже есть музыка. И когда я смотрел небольшую зарисовку самого режиссера о том, как он ставил одну сцену, мне понравилась очень фраза, которую он произнес. У нас мы передаем масштаб, мы передаем древность абсолютно минимальными, лаконичными как сказать, приемами. И там лаконичное великолепие. Ох. Меня очень зацепила эта фраза. И мы думали с Эдембеем, как передать лаконично что-то. И символично, чтобы было. Потому что, опять же, мы хотели некую необычную форму подачи. И вот тогда мы придумали, что это будет некая арка, символизирующая этапы, через которые проходили люди. По своей ли воле или нет. Так или иначе, нечто вот как портал, через который люди проходили бы. Биттам, айтса я біз қайда кетеміз? Білмеймін да балам, біз тек дуа етеміз. И вот нам представилась вот такая картина, огромная, возвышающаяся, нейтральная, как нечто, как судьба. Граница между жизнью и смертью. Не обязательно между жизнью и Ну, смертью, там- потому что там они возвращаются в Крым по итогу через этот портал. Это тоже этап. Отдельный, Между огромный. забвением и... Да, между прошлым и будущим. Можно, опять же, здесь вот как у ребят можно истолковывать по-разному. Абсолютно это пространство для каждого зрителя понять эту арку, которую мы придумали, Но по-своему. она в разных там ипостасиях играет, мне кажется, в каждый Да, момент. в каждой сцене она играет по-своему. Так или иначе, декорации, как таковые, всегда всего лишь прием. И если у тебя какие-то даже супер великолепные декорации, но они не помогают твоей истории, они не имеют какого-то смысла, это плохая декорация. И здесь мы попробовали минимальными и средствами тоже. Не надо об этом забывать, да. Попытаться именно вложить максимальный смысл и символизм в эту декорацию единственную, которая, по сути, у нас была. Ну и также сама сцена была исключительно черная. В театре это называется «черный кабинет». Если проводить какую-то аналогию, у художника это чистый холст, полотно. Черный цвет помогает зрителю в театре. Это отдельная театральная история. Помогает зрителю нарисовать то, что он сам видит. И там уже при помощи света, у нас был замечательный художник по свету. Привет, Эмирамет. Да, привет, Эмирамет. Привет, Эмир Челингир. Помогает вот с помощью таких лаконичных и простых приемов рассказать эту историю, помочь ее донести и сделать какие-то акценты правильные. Я считаю, что нам удалось лаконично и минимально с помощью Вам этих правда удалось. декораций. Да. Ну, передать. декорация — это одно, отдельная история, отдельный разговор про актеров, которые принимали участие. Я с удовольствием назову эти имена. Во-первых, Ситаблага Меметов, Фатма Асанова, Луиза Ханум-Мусеинова, Гульнар Планджиева, Лимара Джилелова. Всех перечислила? Актеры, да. Актеры, да. Ну И и дети, отдельная конечно история, же. да. Мастера, это, конечно, ну, скажем так, с ними легко работать, да. То есть у них есть опыт, у них Да. есть понимание того, что вы хотите от них получить. Как вам работалось с детьми? Да, мы уже говорили, что в постановке принимали участие в том числе и воспитанники Арикета, да. Я периодически помогал с актерским мастерством в Алимуджа. Арикете. Алимуджа. Алимуджа, он на секундочку. Теперь он Али Моджа, да? Давно уже у нас Алимуджа. Давно уже. Дети его знают и любят.
Ваш новый статус. Поэтому работать легко. Нет, правда. Ну, мы вот Сагул Сунлар. Вообще, я считаю, что Тахдир Йолу, он в огромной своей части не состоялся бы без Арикета, не состоялся бы без того же Илька. Потому что там тоже огромные синтезы и некоторые смыслы, которые так или иначе всегда в голове были, пересекаются. Да. И с детьми было работать легко, потому что это дети уже опытные тоже. Это не актеры, но артисты уже. Маленькие, да, но определенный сценический опыт как очень они помог. эмоционально переживали это? Как Вы знаете, мастера переживали? Ну, это тяжело. Это интересный момент, потому что дети всегда до определенного момента немножко не в атмосфере. Они не профессионалы. Им тяжело нести все время эту линию. Но по своему опыту знаю, что когда перед тобой зритель, когда ты в атмосфере уже по-настоящему, в тебе что-то просыпается. Вольно-невольно. И я видел на всех детях, на всех, кто принимал участие в постановке на сцене, я видел, что они погрузились. У них глаза по-другому начали жить, они по-другому начали все чувствовать, они по-другому начали все проживать. Ну и, конечно же, наши актеры. Есть две школы актерской игры, такие базисные, огромные. Школа представления и школа переживания. И я считаю, что наши крымско-татарские актеры в силу, вот, как сказать, той самой трагедии, вот то, что это было недавно, то, что это было с каждой семьей, они проживают всегда практически. Не играют. Не играют. Это вот некий синтез и представление, и переживания, который в наших актерах вот получил вот такое отображение. Сложно сказать, что они сделали что-то выдающееся. Они просто прожили те страшные минуты и мгновения, и поэтому здесь нельзя оценивать, здесь можно ими только восторгаться. Ну, тут не про оценку, действительно, тут просто про опыт работы, да, вместе с ними. Алимбей, мы не будем скрывать, да, но мы когда с вами обсуждали прошедшее 18 мая и то, что было представлено студией Харадинис Продакшн в этот день, вы говорили, что мы с вами сделали продукт, который, ну, скажем так, на ту тему, которая так или иначе вызовет, ну, скажем так, реакцию, положительную реакцию, да, найдет отзыв в сердцах и отклик в душах, да. Нет ли того червячка, знаете, который вот внутри всегда, как автора, как постановщика, где-то там внутри сидит и говорит, что, ну, это просто реакция, да, на ту тему, которая болезненна для нас? Я довольно холодно воспринимал отзывы о той работе, которую мы проделали. Потому что, правда, не стоит забывать о том, что в этот день легко было вызвать эмоции у людей. Легко было вызвать слезы у людей. И единственное, что я воспринимал более-менее положительно, это когда люди говорили о форме. Когда люди говорили о том, что это необычная подача. Вот тогда я думал, что у нас с командой получилось сделать что-то стоящее. Но действительно... Червячок сомнений? Там не червячок, у меня живет огромный червь. Сомнений внутри всегда. Не знаю, ну, мне кажется, у каждого творческого человека такой червь обитает. Поэтому, да, это лишь говорит о том, что нужно просто идти дальше. Да, нужно просто идти дальше, пробовать что-то другое. Потому что всегда хочется сказать о чем-то другом, о чем-то ином, о чем-то новом. Ну, попробовать, да, потому что есть много эмоций, много идей. Вот тогда оценить, да. У вас не возникало такого червячка, когда вы делаете, ну, в общем-то, на знакомые понятные символы, но просто, не просто, да, другими средствами выражения передаете вот эту вот энергетику, эту эмоцию этих символов? Не возникало такого, что, ну, что люди готовы, да, что люди могут понять вас? Не было сомнений? Сомнения были, конечно, были. Особенно Юстахдыр, у нас номер, там вообще в принципе не присутствует крымско-татарская хореография.
Ну, я скажу для зрителя, что «Юстахдер» — это постановка на стихи Лили Ханум Буджуевой. Да. Это постановка на стихи. Это очень сложно для детей, кстати, почувствовать, прочувствовать. Но у нас старшая группа, девчонки такие уже привыкли к тому, что я придумываю. Да, к экспериментам уже готовы. И было иногда, я даже вот у Джемиля спрашивала, насколько вообще правильно. Насколько правильно, что здесь вообще нет хореографии, здесь просто на эмоциях. Все, что мы слышим по стихотворению, что мы хотим передать. Пластика, пластическая, да. Хореография такая смысловая идет. Ну, наверное, сквозь сомнения эксперимент такой, который зашел людям, который понравился. В принципе, мы, когда уже решили, что мы будем делать такой проект, ну, тогда мы думали, что это будет концерт. В итоге, когда начинал это все, эти все кости обрастать начали мясом, когда мы уже форму поняли. Ну, в целом мы не рассчитывали на то, что это кому-то понравится, не понравится. Мы даже не думали, кто-то придет вообще. Мы были готовы ко всему. На секундочку, 3 концерта, все с аншлагом и все с аплодисментами. Это, наверное... Это успех. Мы просто хотели сделать. Нам очень хотелось сделать. Мы хотели даже сделать там... Даже на первом концерте было очень много пригласительных. Мы хотели позвать людей, которые, на наш взгляд, нас точно должны понять. Вы себя хотели обезопасить. Мы хотели сделать для себя концерт. Ага. Для себя. Для людей, которые нам близки по духу, чтобы они получили удовольствие, мы получили удовольствие. Но мы никак не рассчитывали на 3 концерта. Да, на 3 концерта. И сейчас еще пишут насчет 4-го, но Ну, нет. прям действительно люди были, которые приходили 2 раза. Люди были, которые приходили 3 раза. И сейчас нам пишут люди, которые... Ну, очень много людей, которые не попали, пишут, мы не успели купить билет. Вот мы хотим прийти 2-й раз. Но давайте не забывать, что это все-таки дети. В концерте участвовали дети. Весь практически концерт. Так в этом и изюминка. И я с кем не разговариваю, люди забывают, сидя в зале, они забывали, что это не профессиональные артисты. Что это, в принципе, коллектив детский, который занимается 2 раза в неделю. В лучшем случае ребенок приходит 2 раза в неделю, если он не заболел или у него там по семейным обстоятельствам что-то... Это загадочные семейные обстоятельства. Объясняющие все. Сцена. Да, я говорила здесь с Олимпием про декорирование сцены. У вас на сцене был экран, и он был частью, скажем так, постановки. Да? Ну, это тоже ноу-хау, такое определенное новшество, да, для нашей сцены танцевальной. Как это родилось? Тоже случайно? Мы не случайно выбрали, конечно, здесь не случайно, да? именно эту сцену. Мы понимали, что нам нужно, какой нам необходим экран, какой нам необходим свет. Единственное, что мы не понимали, насколько у нас это получится реализовать. То есть, знаете, как удобно, что мы живем в одном доме, потому что ты просто ходишь, у тебя раз что-то в голове возникло, ты это озвучил, и либо, мы друг друга начинаем дополнять. То есть ты какую-то мысль озвучил, она, о, да, классно, а давай вот так, а давай вот это. Или наоборот, она что-то озвучила, а может быть вот... И вот этот синтез... Творческий процесс вот это, да, нон-стопе. это, наверное, вот этот успех заключается, наверное, вот в этом нашем синтезе. То, что мы... 24/7. Да, нет, это не то. А ты, даже если тебе не понравилась какая-то идея, ты находишь что-то в этой идее, что можно вытащить и сделать из него. То есть, в основном у нас всегда мы друг друга, наоборот, дополняем. По поводу сцены, у нас в голове, вот как я сейчас, знаете, начинаю вспоминать, как будто бы была какая-то одна картинка. Я не знаю, как это получается, но такое ощущение, как будто и у меня, и у нее в голове определенно одна была картинка, мы друг друга так понимали, и мы были не уверены, насколько у нас это получится реализовать. Технически, да. Название номера. Я отдельно ездил в театр, договаривался с человеком, с НРГ. Я приходил, говорю, а что вот можете? Покажите, какие технические возможности. А вот так можно, а это нельзя, а вот так вот. И он мне тогда еще говорил, вы, по-моему, сильно там выдумываете. Не перегружайте. Что-то вы там, по-моему, фантазируете. Но на
репетиции, Ну, у нас он была очень помог репетиция, да, в театре. На этой репетиции мы поняли, что у нас получится. Очень помог в этом плане Алим, который был на каждой репетиции на генеральной у нас в зале. Он был на репетиции в театре, и он вот стоял, знаете, как я называю его, дирижер. Над звуковиком, световиком и над на экран, он как дирижер, он дирижировал. Сейчас так. Пауза, 7 секунд считаем, объявление на экране, музыка. Ну, вот это все-таки командная работа. Музыка. То есть, во-первых, аранжировки, да, знакомых вроде бы мелодий. Во-вторых, совершенно нетрадиционные музыкальные вставочки. Откуда это все появилось, кто работал над аранжировками, вообще как эта идея, Дюна вообще, каким образом она оказалась в крымско-татарском перформансе? Дюна — это просто качество, это качественный звук. Это теперь новый эталон, да? Это эталон для нас, да, мы все втроем тут фанаты. Переживали, да, вместе. Да. Музыку, конечно, для своих номеров, то, что у нас в ансамбле существует, мы пишем. Пишем на заказ. Работает в основном у нас, мы не скрываем нашего аранжировщика. Энвер Сулейманов. Энвер да, Сулейманов. «Несиль» Это ансамбль. из ансамбля «Несиль». Ну, они и выступали, Также, да? да, была аранжировка Энвера Каешева. Вера Каишева, да. И, ну, в принципе, как можно музыку найти среди уже готовых музыкальных материалов у нас в крымско-татарской музыке? Это Алима Куртниметова «Вещь», «Нахаялар». Да, мы ее давно танцуем, девчонки уже второй состав исполняют этот танец. Также можно и написать. И повезло в том, что во всем концерте мы смогли внедрить музыку, которая не имеет отношения никакого к нашим исполнителям. И это казалось, это казалось, как будто так и должно быть. И финальная наша музыка на номер «Сербест» как нельзя лучше. Мы ничего другого там представить просто не могли. Мы понимали, что нам нужно сделать какой-то финальный танец. То есть у нас было кульминация. Да, у нас все есть, но нам нужно какую-то вот кульминацию. И была идея вот «Сербест». Вот это в голове. Единственное, что это было, так, надо подобрать музыку. Но музыка — это настолько сложный, тонкий момент. Ее так нужно правильно подобрать, в первую очередь, для того, чтобы она тебя вдохновляла. Если музыка не вдохновляет, движение просто не рождается. И как-то так повезло, я не знаю, очень давно я наткнулся на альбом Ибраима Маалуф, слушал, вместе с Зариной мы слушали, и другие прям в машине листали, слушали. Ей понравился вот этот трек. Запомнился. И когда мы искали финальную композицию, она мне говорит: а там вот помнишь, у этого трубача была какая-то очень интересная композиция. Для меня это просто у трубача. И мы начинаем вдвоем искать это, нет, не это. И когда мы уже наткнулись, я говорю, так Поняли, это вообще это 7/8. Ну, насколько это, вообще идеально, да? Да, это идеально действительно Просто было. бинго. Вот с музыкой действительно очень, очень трудно, потому что мало материала, который можно взять. Допустим, даже вот номер «Феза». Ну, это отдельная история. Нам еще один выпуск понадобится, чтобы раскрыть все смыслы, которые родились у меня в голове. Да, очень интересно. Поговорим обязательно после выпуска. Но музыка, вот, кстати, ты понимаешь, насколько ты попал в точку с музыкальным материалом, когда к тебе подходит после концерта руководитель ансамбля «Хаял», со стажем аккомпаниатор, музыкант Земфира Ханум, и говорит: «Сахолнус вам за «Сербест», за музыку, за Ибраима Маалуфа». И ты понимаешь, что это было в точку, в десяточку. Вот обычно, когда слышишь нашу музыку и сидишь на концертах наших, да, тебе хочется подняться и идти танцевать. А вот в этот момент, когда я смотрела то, что происходило на сцене у вас, мне хотелось сидеть и записывать, вот что-то фиксировать себе, то, что рождалось в голове. И, наверное, это самое важное, наверное, что когда ты уходишь с идеями и с впечатлением, да, не просто с настроением, но еще и с идеями и впечатлением. Мы можем говорить долго, на самом деле. У меня есть масса с чем поделиться с вами, но я хочу услышать от вас, вот от троих, одну очень интересную и важную для меня личную мысль. Эмоция, которая была, когда вы работали над своими проектами, и эмоция, которая была после, когда уже реализована. На самом деле, когда впервые текст полностью вот как
написался, было такое чувство, что хочется просто поплакать, посидеть. Не знаю почему. Успокоиться. Да. И когда постановка шла, у меня единственная эмоция была, чтобы это дошло до сцены и чтобы это показать. Потому что, на мой взгляд, складывалось что-то важное, что-то хорошее, что-то, что хотелось показать. На тот момент у меня была вот одна эмоция. Вот потому что после каждой репетиции и во время репетиции, когда звучал этот текст, Кемал, наш звукорежиссер, замечательный, всегда говорил, вы доведете до инфаркта людей. Нельзя так. Я всегда думал, это, наверное, одна из целей, но при этом каждый раз, когда ты слушаешь это, тебе тоже больно становилось. И ты как бы себя все время эмоционально сажал на место. Потому что ты хочешь, чтобы на сцене произошло то, что ты хочешь передать из своей головы. То есть надо было эмоции немножко снизить. Поэтому я не помню, чтобы у меня были какие-то эмоции во время постановки. Было только одно чувство. Вот хотелось довести это до премьеры, да, так скажем. А после, несмотря на то, что это трагическая дата, трагический день, у меня была такая легкость, прям состояние полета. И счастье, что люди оценили это, что людям понравилось. Зал аплодировал стоя вам. Да, да. И что на сцене были вот эти актеры, эти дети, наша команда, вот что мы эту работу донесли, и что она в истории, в сердцах у людей останется. Вот это была вот такая радость. Саугунс. Эмоции до и после. Эмоции до — это волнение. Однозначно волнение, насколько все получится, насколько примет зритель. А эмоции после — тоже волнение. У меня все совпало, волнение, что делать дальше. То есть Вы задали то, что планку ты уже сделал, самим себе, и да? что сделать дальше, и как мы будем двигаться. Такой груз какой-то на плечах на самом деле, который нужно теперь соответствовать самому себе, получается так. Но, наверное, не будем просто торопиться, также дальше заниматься творчеством, не думать, стараться не думать про этот груз и не думать про какой-то, опять же, какой-то конечный результат, просто творить и созидать. Чох Саугунс. Сегодня мы говорили про два перформанса, которые, можно сказать, потрясли в определенном смысле нашу крымско-татарскую культурную жизнь. Это проект команды «Харадинис Продакшн» «Тахдир Йолу» с режиссером-постановщиком Алимом Аблаевым и режиссером Эдемом Асановым, а также перформанс команды ансамбля «Рикет» «Ильк», так назывался их первый опыт стилизованного крымско-татарского танца. И самое важное, что произошло в этот момент, когда наши авторы этих проектов презентовали свои перформансы, мы поняли, что наш зритель уже готов к новациям, уже ждет тех смыслов, которые зашифрованы в неповторимых движениях танца, ждет тех смыслов, которые зашифрованы в особом диалоге со сцены актеров со зрителем. Наверное, эти перформансы станут такой стартовой дорожкой или трамплином для последующих новых предложений зрителю. Это был проект «Меркез», Гурушкенджи.